этого года было принято решение о мерах подготовки к пожароопасному сезону. В рамках вот этого постановления мы принимали различные меры подготовки к пожароопасному сезону. Во-первых, прежде всего, это выездные совещания, которые работники нашего департамента провели в ЛУСах совместно с муниципальными образованиями. Мы собрали там всех глав поселений муниципальных образований. И это самые наши главные помощники, которые оперативно должны организовать при обнаружении очага лесного пожара, организовать, значит, его ликвидации. Но я уверен, что в случае оперативного обнаружения и при малой площади есть возможность все-таки ликвидировать лесной пожар. А если мы упустим вот эти на большие территории, конечно, появляются дополнительные большие расходы и проблемы по организации тушения лесных пожаров и защиты населенных пунктов. Поэтому вся эта организационная работа в целом полностью проведена. Правительством, значит, приняты дополнительные меры по финансированию организации всей этой работы. Так, например, мы 250 человек сезонных работников должны принять в апреле месяце. Это вопрос тоже практически решается. И мы начнем уже сейчас принимать 250 человек на пожароопасный период. Ну и в этом году, значит, самое главное наше достижение – это подготовка летчиков-наблюдателей на базе Якутского авиационного технического колледжа совместно с Якутской авиабазой. И там мы практически сегодня готовим 6 человек летчиков-наблюдателей. Если взять в целом по Российской Федерации подготовку летчиков-наблюдателей, то сегодня тоже Пушкин готовится только 6 человек. Поэтому, когда были руководители агентства лесного хозяйства Российской Федерации, они нам сказали, что будет в России 2 центра, это в Якутске и, значит, Пушкино. Поэтому мы в этом направлении чуть-чуть, ну, как бы сказать, добились определенного успеха благодаря руководству, значит, Якутской авиационной базы.